На этой и прошлой неделях федеральные и региональные СМИ пестрели заголовками об уникальных находках. Сперва обнаружили маленькую тушу взрослого мамонта на острове Котельный, а в понедельник стало известно о найденных останках мамонта с шерстью и мягкими тканями в местности Юниген Верхоянского района республики. В свете этих событий мы тоже не смогли остаться в стороне и отправились на поиски этих древних животных. Как обычно, я взяла с собой сыновей моих друзей, и первым пунктом нашего маршрута стал музей мамонта. Но если быть точнее, лаборатория музея мамонта имени Петра Алексеевича Лазарева. Сюда можно прийти в любой день без предварительной записи, кроме воскресенья и понедельника, оплата наличными. Сам музей небольшой, но интересный. Здесь представлены не только мамонты, найденные на территории республики, но и другие животные, обитавшие в Якутии. Например, шерстистые носороги, пещерные львы и бизоны. Якутские мамонты достигали 3 метров в высоту, а их вес был несколько тонн. Тем удивительнее находка, сделанная на прошлой неделе. Ученые нашли маленькую тушу взрослого животного. И сейчас эксперты должны выяснить, что это – аномалия или природное явление, другими словами, мамонт-карлик. Кстати, в республике имеется несколько мест захоронений мамонтов, точнее мест, куда они приходили умирать. Самым перспективным мамонтовым кладбищем считается местность Юниген. Во-первых, по количеству костных останков, а во-вторых, по видовому составу ископаемых животных позднего плейстоцена. Пока готовила это видео, СМИ объявили о 3-й находке и снова на острове Котельный. На этот раз группа исследователей РГО, Академии наук и научно-исследовательской Одиссеи «Эффект мамонта» нашли золотого мамонта. Свое название ископаемое животное получило из-за цвета шерсти, которая переливается золотым оттенком на солнце. Кстати, этот мамонт тоже небольшого размера. Помимо экскурсии, также демонстрируют небольшие фильмы о том, как проходят поиски и дальнейшие экспертизы находок. Если вы досмотрели до этого момента, то у вас появилась возможность выиграть сувенир из Якутии. Напишите в комментарии, что за экспонат изображен на экране, и я рандомно выберу 3 победителей и объявлю их имена в следующем видео. Я сливаюсь с ними, не смотрите. Смотрите. То самое место, куда мы идем на следующую выставку. В принципе, только поле перейти, а учитывая, что расстелили тротуар, это нормально. Далее мы отправились в парк «Россия. Моя история». Здесь в конце июня открылась палеонтологическая выставка «Куда ушли мамонты». Если сам парк работает каждый день, кроме воскресенья, то на экспозицию нужна предварительная запись, поскольку экскурсии проводятся в 14:00 и в 15:00. Цена билета 100 рублей, дети бесплатно. Как видно по карте, в России всего 18 таких парков, а регионов 85.
Если вы пришли намного раньше назначенного времени или есть окно, которое необходимо чем-то занять, то можно посидеть в кафе «Сгущенка» или посетить магазин сувениров, расположенный напротив. Кстати, цифра 14 на футболках – это номер региона. Перед началом экскурсии гид оповещает посетителей через громкую связь о необходимости собраться в фойе около стойки ресепшена. Поэтому, чтобы не задерживать остальных записавшихся, постарайтесь быть на месте минимум за 5 минут до начала. В целом, некоторые экспонаты схожи с теми, что имеются в музее Мамонта, но это совершенно разные выставки, и каждая из них достойна внимания. К тому же, эта экспозиция в мультимедийном парке постоянно обновляется, а некоторые экспонаты будут отдельно представлять республику в других странах, например, в Японии и Сингапуре. Это что? Зуб мамонта. Якутянам на самом деле повезло, так как наш регион без ложной скромности можно назвать родиной мамонтов и центром изучения мамонтовой фауны, у нас намного больше возможностей познакомиться с этими древними животными, в отличие от других россиян. К тому же организаторы планируют вести интерактив, прикладные аттракционы, викторины и многое другое, что позволит посетителю примерить на себе жизнь людей тех времен и отправиться на охоту на мамонта. Вот вы сможете метнуть тяжелое копье в исполина с толстой кожей, длинной шерстью, огромными бивнями с расстояния в несколько метров, а наши предки могли. В общем, пользуйтесь тем, что живете в Якутске и можете посещать такие места, которые другие видят только в интернете. На этом я прощаюсь и подписывайтесь на канал Другой Туризм. Ставьте лайки, пишите в комментариях правильный ответ на вопрос и увидимся через неделю. Куда пошли? Ушли мамы. Куда ушли мамонты после зимы? Ну, ледникового периода. Когда началось потепление, они начали уходить от воды, потому что вся трава оказалась под водой, и им нужно много травы есть. И поэтому они пошли в более северные места, а там их вот эти местные просто убивали. И вот они так и исчезли. То есть во всем виновато глобальное потепление? И Глобальный гироскоп! Или как там его? ну, во всем виноваты вот эти люди, которые убили всех мамонтов. Нет, они вообще тут ни при чем. Это все из-за снега, он все затопил, и получилось море, они убежали от моря, потом они узнали, что появилось море, потом ушли от воды, а потом нашли опять растения.